поручению главы республики Махмуда Али Калиматова Ингушетия помогла Кировску. В гуманитарный груз вошло все необходимое для нового учебного года. 100 ученических стульев, 50 столов, 5 столов учителя, 5 классных досок, а также полумягкие стулья. Мебель передали в 3-ю Кировскую школу и учебно-воспитательный комплекс номер 18. В город Кировск доставлена гуманитарная помощь от Института уполномоченного по правам человека. Гуманитарная помощь предназначается для учащихся бывшего УВК-18. Ранее УВК-18 было подвержено обстрелу со стороны Украины. Школа полностью разрушена, восстановлению не подлежит. На данный момент начальная школа будет расположена в детском саду УВК-18, а дети старше 4 класса перейдут в обучение в 3-ю школу города Кировска. И на данный момент привезено все необходимое. Это столы, стулья, школьный стол, это доски, это то, чем будут оборудованы классы, в которые все же 1 сентября придут наши детки. Хочется сказать большое спасибо за то, что не забывают наших детей, нашу республику, наш город Кировск. Спасибо за ту помощь, которая нам оказывается. 13 августа 2022 года поселок городского типа Черногвардейское подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, в результате чего здание учебно-воспитательного комплекса номер 18 было уничтожено. Там обучалось 55 школьников, и предстоящий учебный процесс для них был под угрозой срыва. Сегодня от Республики Ингушетия мы получили бесценный груз, бесценную помощь для наших деток, которые остались без родной школы, без родного стула и стола. Эта помощь поможет нашим детям чувствовать себя комфортно, как в рамках нашего дошкольного подразделения, так и тех деток, которые будут заниматься теперь в 3-й школе. Мы очень благодарны людям, которые сочувствуют чужому горю, вовремя приходят на помощь. И мне хотелось бы, чтобы это была последняя помощь. И не было больше взрывов, не было больше беды и не было больше трагедий для маленьких душ наших детей. Гуманитарный груз сформирован благодаря содействию ингушских предпринимателей. В него вошли и медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Вследствие агрессии ВСУ жители Кировска оказались в сложной ситуации. Власти города поблагодарили Ингушетию за поддержку и участие в судьбах горожан. Хава Султыгова, Новости 24.